Лучшая защита – это вакцинация. Сделать ее несложно. Измерить температуру, давление и сатурацию. Если все в порядке, то выждать 15 минут на разморозку вакцины. У нас давление 110 на 60. А рабочее какое у вас давление? Да, у меня такое. Значит, давление в норме. Все? Можем вакцинацию сделать. Потом уже, собственно, укол. Он делается быстро. Но потом еще полчаса необходимо провести под наблюдением врачей. Правило есть правило. Магомед Мальсагов, руководитель ингушского ЦУР, на прививку пришел вместе с сотрудниками. Хорошо вроде бы. Немного как-то чуть странно сначала было. Так, в принципе, все нормально. Так что очень рад, что я сделал, как бы. Все, сейчас, надеюсь, мы сейчас будем, наш весь коллектив Центра управления регионом планирует сделать, изъявили желание сотрудники. Мы, в общем, попросили, чтобы нас привили, когда смогут, нам дали дату, время, мы приехали. Прививаться волнительно, а для некоторых страшно. Но не страшнее, чем последствия от ковид, говорят те, кто успел испытать на себе все прелести карантинной жизни. Около 2 раз переболел данным вирусом, и мне около месяца пришлось лежать дома. И я скажу, что это не самая лучшая болезнь в моей жизни. Можно сказать, одна из самых таких неприятных. Когда ты не можешь ни с кем не разговаривать вживую, а сидишь как в инкубаторе дома. Если большинство получает сегодня первый компонент вакцины, то Берс Банхаев в числе тех, кто провакцинировался еще 3 недели назад спутником Ви. Вакцина двухкомпонентная и вводится с разницей в 21 день. Ну а полностью иммунитет формируется за 42 дня. Пошел, зарегистрировался, сделал первую вакцину. В принципе, побочных эффектов у меня не было. Чувствовал себя относительно хорошо. Сейчас уже пришло время делать второй этап вакцины. И думаю, что у меня пройдет все так же хорошо. Считаю, что человек должен быть самосознательным и делать прививку, чтобы защитить всех окружающих. Только на базе Карабулакской поликлиники уже более 6000 человек получили дозу первого компонента вакцины и более 4000 второго. Это препараты «Спутник Ви» и «Пивак Корона». Врачи вновь и вновь повторяют, только коллективный иммунитет сможет победить пандемию. В первой вакцинации человек получает дозу какую-то антигенов, и вторая вакцинация проводится для того, чтобы у него уже сработался нормальный иммунитет и на более длительное время. Хронические заболевания, они в основном у нас обостряются либо осенью, либо весной. И сейчас как раз такой благоприятный момент, когда люди могут прийти, спокойно привиться и обезопасить себя от новой коронавирусной инфекции. Тем, кто еще не решился, напоминают, насколько опасна инфекция. Введение внутримышечного раствора препарата позволит, если не полностью обезопасить себя от инфекции, то перенести ее в более легкой форме. Болезнь себя ведет сейчас более агрессивно, и распространение, инкубационный период меньше. У нас в республике уже есть случаи и британского завоза, штамма, и индийского. Поэтому очень много людей у нас возвращаются иногородних, и также из-за пределы Российской Федерации. Хотел бы обратиться к жителям, чтобы более серьезно отнеслись к своему здоровью, провакцинировались, узнали, какое состояние у них именно по антителам, надо, не надо привиться, чтобы к специалистам обратились. Глава Кабмина Республики Владимир Сластенин тоже в числе тех, кто прошел медосмотр, сдав при этом тест на антитела к коронавирусу. Если результаты теста позволят и будет установлено снижение количества антител, он планирует привиться от коронавируса. Ситуация с коронавирусом только ухудшается. И не только в Москве, но и в нашей республике. Если мы раньше выявляли 7-10 человек, то сегодня мы выявляем уже 20-25 человек. У нас, если месяц назад находилось в стационарах 64 человека, сегодня находится уже порядка 150. Вакцинацию делать после того, как устанавливается все-таки наличие антител, нужно ли делать это нет. Эта услуга бесплатная, потому что многие наши жители боятся, что это дорого. Скажу сразу, я перенес очень тяжело эту болезнь, и второй раз не хочу болеть, поэтому я здесь. Но по-прежнему немало тех, кто уверен, прививаться им ни к чему. В основном это те, кого вирус обошел стороной и в первую, и во вторую волну. Прививка от коронавируса остается самым надежным способом обезопасить себя и близких от опасного заболевания. И это касается не только старшее поколение, но и молодых. В регионе функционирует 22 прививочных пункта, работают 5 передвижных мобильных бригад и 7 мобильных пунктов. Тамара Хшагульгова, Асхаб Белокиев, Новости 24.